Здравствуйте, дорогие друзья! Я обращаюсь к тем товарищам, которых я встретил в Абхазии и которые хотели услышать мои лекции. Я занимаюсь духовной практикой 20 лет, накопил очень много опыта и хочу поделиться своим духовным опытом. Во-первых, очень большая проблема у людей возникает в отношении с обществом. Общество – это все люди, кроме нас. Туда входят семья, жена, дети, начальник, бригадир, коллеги, в общем, все люди. Мы их называем обществом. Человек должен очищать свою ауру и должен очищать свою карму. Тогда он будет независимым от общества. Если человек не очищает ауру и карму, он становится рабом общества и работает на общество. Например, общество каждый год меняет моду, и чтобы выглядеть крутым, модным, люди покупают модные вещи. Модный телефон, модный телевизор, модную машину. На это тратят очень много денег. И они становятся, в конце концов, слугами и рабами общества. А человек должен очищать ауру и очищать карму. Тогда он будет себя чувствовать очень счастливым, будет говорить: я счастлив. У такого человека очень сильно понижается потребность в вещах. И он будет покупать только то, что ему нужно, самое необходимое. А такие вещи, они не модные, они стоят очень недорого. То есть общество работает на этого человека. Как бы он становится хозяином общества. Вот это нужно понять. Если у вас чистая аура, чистая карма, у вас будет очень сильная удача. А сильная удача означает, что люди все будут стараться вам помогать. И вы становитесь на самом деле хозяином общества. А очищать ауру и очищать карму — это очень просто. Я вам про это расскажу. Вот люди всю жизнь живут по законам общества. Хотят иметь там должность, зарплату, какое-то звание, и вся жизнь уходит в погоне за этими показателями. И всегда что-то ждут от общества, что общество их признает, найдут ему хорошую работу там друзья или родственники. Люди постоянно что-то ждут от людей. Человек ничего не должен ждать от других людей. Человек должен очищать карму и ауру, и удача придет, все принесут люди. Вам все предоставит общество, то, что вам нужно. И вот люди всю жизнь работают на общество, а общество обычно дает только пинки в одно место. И потом люди начинают нервничать из-за нехватки денег, из-за неблагополучных детей, из-за проблем, повышается давление, появляются болезни. И в старости лет обычно многие люди очень сильно обижены на общество. То, что общество их обделило, дали им маленькую пенсию, общество о них не заботится, об старых не заботится. Вот люди ничего не должны ждать от общества. Если у него будет чистая аура, чистая карма, общество все сама предоставит этому человеку. Это называется удача. Вот так вот люди всю жизнь тратят на то, чтобы общество их признало. А общество обычно не любит признавать чужие заслуги. Из-за этого идут переживания, нервные срывы, всякие болезни, давление, сердечные болезни. И в конце концов у людей бывает очень слабое здоровье к старости лет. Еще раз говорю, человек не должен ничего ждать от общества, ничего не требовать и ничего не должен ждать от людей. Если у него будет чистая карма, чистая аура, то люди будут за ним бегать и предоставлять всякие услуги бесплатно. А вот как чистить ауру, как чистить карму, я расскажу в следующей передаче. Самое главное, чтобы была чистая аура, чистая карма. Тогда дети не пьют, дети довольны жизнью, никто ни о чем не жалеет.
Обычно как у нас? Дети недовольны учебой, работой, супругами и прочими, домом, местом, где живут. Это все говорит, что у них слабая аура. Когда у человека сильная аура, человек очень доволен жизнью, жизнь бьет ключом, он очень радуется жизни. Это все достигается духовной практикой.